Доктор Улюмжи Душанович Душан, врач, ученый-этнограф, родился в 1892 году в Иркетеновском Улусе. Работал редактором газеты «Улан-Хальмык» и журнала «Айратские известия». В 1928 году издал работу «Вредные обычаи и суеверия у калмыков и борьба с ними». Написал в 1930-е годы «Обычаи, обряды и традиции калмыков в конце XIX – начале XX века». Центр по развитию калмыцкого языка знакомит вас с некоторыми интересными отрывками из работ доктора Улюмжи Душана, одного из пионеров калмыцкой этнографии. Верблюд у калмыков считается не только выносливым животным, но и очень нежным. При появлении верблюжонка некоторые лица не пускают себе в кибитку посторонних лиц. Если у верблюдицы рождается двойня, то это является самым хорошим предзнаменованием. Двойня у верблюдицы предвещает не только богатство и счастье данному хозяину, но и всей стране. В прежнее время, когда калмыки управлялись ханами, наёнами и зайсангами, а двойню у верблюдицы они немедленно ставили их в известность. Владелец верблюдицы освобождался не только от всех податей и повинностей, но и получал большие подарки. Мы склонны объяснять это тем, что верблюжье поголовье вообще отстает в своем приросте от домашних животных. Отсюда двойня, несомненно, с одной стороны, как редкое явление у верблюдов, а с другой, как явление, способствующее увеличению этого дефицитного животного, считалось хорошим предзнаменованием. По мнению калмыков, черепаха никогда не кусает человека, но если укусит, то она не освобождается от тела человека до тех пор, пока не приведут верблюдицу белой шерсти. При этом нужно устроить большой пир с песнями, танцами и музыкой, во время которого верблюдица должна издавать нежные крики, призывающие своего верблюжонка.